На телеканале Якутия-24 программа «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы находимся в студии груминга. И интересно, что мы сегодня будем делать? Мы покажем вместе с мастером Татьяной Васильевой, как вообще ухаживают в груминг-студиях, салонах за собачками. То есть хозяева приходят, оставляют и не знают, да, часто, что там происходит, что делается. Вот мы как раз вот это вам сегодня и продемонстрируем, чтобы все хозяева уходили по своим делам спокойно, оставляя своего четвероногого друга в груминг-салонах. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень красивая собака, я знаю, что это ваша. Да, и собака у вас не одна, сегодня мы познакомимся с еще одной, да, покажем, как сушить собаку, как мыть собаку, да. Расскажите, это ваша студия, Да, это моя студия. Как вам пришла идея открыть ее и когда? В груминге я вообще уже очень давно, с 2011 года я работала грумером в салоне «Кот и пес», потом уходила, возвращалась. Вообще с собаками я с 95 года, очень давно. У меня были китайские хохлаты, свой питомник, занималась в свое время разведением. Сейчас это отошло совсем на задний план, нет времени, неинтересно. Работала хендлером, ездила по выставкам. Как бы, ну, получается, практически половина моей жизни прошла с собаками. Ну, можно назвать вас собачницей, да? Вот как кинологом. Кинолог. У меня вообще еще кинологическое образование есть, профильное. Плюс отучилась на грумера. Ездим регулярно, повышаем квалификацию. Это обязательно. Потому что если ты стоишь на одном месте, нет роста. Потом новые какие-то тенденции, новые фишки, новая косметика, инструменты. Это все, знаете, ну, к своей студии это был длительный этап. Я давно хотела, но всегда боялась, не решалась, была не уверена, а получится ли у меня. Спасибо моим друзьям, которые меня поддержали и сказали, что да, пора. Что нужно открывать, помогли советами, поддержкой. Татьяна, за кадром вы сказали, что не все население, да, знакомо вообще с грумингом, что это такое, да, не знают, какие виды услуг предоставляют в груминг-студиях, салонах. Расскажите, вот помимо мытья собак, да, понятно, сушки после, да, что еще вы делаете? Первым идет всегда это стрижка когтей. У меня в студии стрижка когтей идет бесплатно для любой собаки. Потому что вообще от когтей зависит очень много. Многие не догадываются, но когти собаки, если они не стрижены, она неправильно держит, страдает весь опорный аппарат вплоть до шеи. И то есть очень потом важно, у нас необходимо. собачки становятся инвалидами, им больно. Это как представить себя, если мы не будем стричь себе ногти, делать педикюр, и еще одеть желательно какую-нибудь обувь на каблуке и попробовать поменьше размером, попробовать походить. Те же самые дискомфорт испытывают собаки. Когти по-хорошему стричь нужно раз в 2 недели. Своим собакам я стригу раз в неделю. Ну, как бы. Поэтому всегда говорю, приходите, стригите. Ну, чаще всего люди недопонимают, у них нет времени, откладывают на потом. Кроме стрижки когтей, это вот как бы собака, когда приходит на груминг, первым делом мы стрижем когти, чистим ушки. Потом расчесывается шерсть, проверяется на наличие колтунов, спутанности и идет на мыть. Из услуг получается, вот мы стрижем когти, чистим уши, моем, чешем, породные стрижки, креативные стрижки, креативное окрашивание делаем. Стрижка кошек, вычес кошек с мытьем, выставочный груминг делаю определенным собакам. Вот у нас сейчас с весны начинается выставочный сезон. В конце февраля люди уже записываются на выставочный груминг. Уже там плотные записи заранее. А приходят только породистые собачки или беспородные тоже? Приходят любые собачки. Всем собачкам нужно ухаживать за своей шерстью, за своим кожным покровом. Например, это
многие люди считают, что собаку часто мыть нельзя. Это неправильно. Как часто надо мыть собаку? В зависимости еще от шерстного покрова. Например, длинношерстные собаки типа йорк, шицу, мальтезы, пудели, всевозможные бишоны, их можно мыть раз в неделю. Вообще желательно их мыть раз в неделю. Для того, чтобы шерсть росла, была длинная, красивая, их моют раз в неделю. Но обязательно нужно, кроме шампуня, использовать кондиционер или маску для волос. То есть все как у людей? Все как у людей, потому что у нас сухой климат, большую часть времени у нас включены батареи отопления, воздух сушит, мы это ощущаем на коже, ногтях. У собак все то же самое. Они такие же живые существа, как и мы. От времени года тоже зависит, насколько часто мыть или реже мыть? Ну, большие собаки, которые живут на улице, их, конечно, зимой не моют. Потому что после мытья собака должна сутки провести в тепле. Потому что даже если ты ее хорошо высушил, кожный покров все равно он набирает влагу и постепенно это отдает. Да, может простыть. И собака может простыть. То есть она должна ночь, ну, грубо говоря, днем ей сделали груминг, она переночевала, на следующий день ее можно выпустить на улицу. Поэтому крупные породы очень редко приходят, вот уличные, в зимнее время. Ну, а всем остальные, пожалуйста, приходите. Собачки живут дома. Не вижу проблемы, чтобы делать груминг регулярным. Если это шпицы, по-хорошему шпица, вот со шпицами это прям проблема. Ну, считай, что их вообще мыть не надо. Интересно. Да, что зачем их часто мыть? Они вроде бы такие опрятненькие, пушистенькие, но люди не знают, что у них отмирает подшерсток, он сам не отходит, и это остается вот у корней, все висит, он внешне вот смотрится такой лохматенький, хорошенький, а он не прочесанный, это то бишь там все вот колтунчиками забивается, кожа не дышит, это преет. Вот. То есть как можно реже мыть шпицов? Нет, никак можно реже. Потому что мыть раз в месяц, чаще. раз в 2 месяца обязательно можно приходить на груминг шпица. Можно прийти, я даю мастер-классы для владельцев, для того, чтобы они научились домашнему уходу. В домашних условиях. Да, если они... Татьяна, а бывает такое, что вот приходит хозяин с какой-нибудь собачкой, и вы можете отказать по какой-либо причине? Да, если животное больное. Если я вижу, что животное больное, что оно себя неадекватно или ведет, агрессивное, может быть, да? Агрессивных собак, да, я не беру. У меня есть услуга самообслуживания. Если агрессивное животное, пожалуйста, берете самообслуживание, моете сами, вам все предоставляется. Я могу дать совет, как помыть, но я не беру, потому что это мое здоровье. Это... Если я буду сидеть на больничном, мне никто оплачивать не будет. Как зовут нашего красавца? Нашего красавца зовут Тайвин. Это русская псовая борзая, гордость нашего... Он совсем малыш, да? Малыш еще? Да. Ага, несмотря ему на 9 свой месяцев. рост. Ему 9 месяцев всего вот исполнилось только. Он еще растет. Он еще растет. Маленький, он еще вырастет. Тайвин, а вот когда рождаются, какого они размера? Они стандартного? Совсем вот как ладонь, 300 грамм. Ничего себе. И через 9 месяцев вырастает вот такое, да? И еще на этом не останавливается, да? Нет. Ага. Но они формируются до 3 лет. Тайвин, ты красавчик. Вы сказали, что до приезда на нас вы уже начали его сушить, да? Можно вот да, мы показать, его помыли. Показать, как. Его осталось чуть-чуть досушить, у него уже все, в принципе, подстрижено, расчесано. Вот осталось. Вот ему не терпится, чтобы его до конца уже подсушили. Давайте подсушим, да? Давайте. Тайвин. Котик. Татьяна, насколько это вообще приятная процедура для собачки? Ну, это по-разному. Собачку нужно приучить. Потому что если собака не приучена к грумингу, для нее это может быть стрессом. Она не понимает, что с ней происходит. При регулярном груминге, желательно с щенячьего возраста, пока психика более адаптивна к изменяющимся условиям, приучить гораздо проще, чем привести взрослую собаку, которая никогда не мылась,
не сушилась и вообще не слышала громких звуков, типа Да, что это пылесоса, такое, фена. Очень сложно приучить. У них начинается паника, очень сложно объяснить. Это не человек, ему нельзя сказать, потерпи чуть-чуть, все будет хорошо. Ага, и у вас спрей, да? Это духи. Так. Мы потому Духи, что... даже духи, даже Да. душатся собаки. Да, для собак Ага. тоже есть духи специально для собак. Мы просто сегодня еще идем на занятия, мы готовимся к выставке, чтобы он вкусно пах. Да. Ага. Мы наносим духи. Так. На голову наносить не надо. Ага. А спрей, да, есть спрей, он тоже увлажняющий, питательный, чтобы шерсть как можно дольше не путалась. Ну и на этом наш груминг, в принципе, закончен для него. Тайминг Сейчас он пойдет спать. готов. Да. Готов покорять мир. Все, отпускаем. Нет, не отпускаем, здесь все снесет. Пойдем. Тихо. А он прям Тихо. это, да? Да, он иначе он долго стоял, ему бы... Захочет побаловаться. Конечно, Ой, ты красавец. он ко всему приученный, он сейчас будет... Красавец. Нет. Он, скорее всего, конечно, будет нам петь песни. Ага, ну и второй дружок у нас. Но если этот сильно маленький, то этот у нас почтенный. Ему 14 лет уже. Это китайская хохлатая. Зовут Полное имя у него Аллегра Катрин, это не Прайс. Ага. А так он Эник, Эник. сыночка. Его как только не зовут, он... Такие глазки мудрые прямо. Да, Эник. Все, такой нежный. И мордочку так уже держит, да? Знает, готовит, поднимает. он очень приученный к грумингу. Это выставочная собака. Он даже, смотрите, стойка такая у него. Да, он автоматически ставит Сразу. стойку, все. Красавчик. Очень красивый. Он частично подготовлен. Когти я ему уже подстригла, потому что у него очень чувствительные лапы с возрастом. Все равно ножки начинают болеть. Полёсь, полёсь, Поэтому... маленький, Да. полёсь. Такой спокойный. Спокойный. 14 лет назад, да, вы его, получается? Да, 14 лет назад он Завели. приехал из Москвы маленьким щеночком. Так. Какой по характеру? Вообще порода. Но это 9-я группа, это собаки-компаньоны. Собака-компаньон подразумевается, что это собака-владельца, что она его должна радовать. То есть служебные собаки, есть охотничьи собаки. Да, А компаньоны, делятся. это собака, которая должна, живет в доме в плотном контакте с хозяином, и она должна радовать хозяина. То есть, да, по-моему, у нас будет с песнями. Так, прежде чем помыть, вы его расчесываете, Да, да? прежде чем помыть собаку, мы расчесываем, проверяем на наличие каких-нибудь спутанностей шерсти и так далее. Потому что если шерсть где-то спутана, и промыть ее тяжело. Проще сразу разобрать, пока собачка сухая. Шерстный покров, у него нет подшерстка, не густая шерсть, кожа легко повреждается. Расчесываем мы массажной расческой. Это специальные собачьи расчески. На самом деле все женщины, грумеры, владельцы собак, кто пользуются, это любимые массажные расчески всех женщин. После этого они человеческие не покупают. Так, да? Да. Надо же. Ага. Они мягкие. Здесь большой длина зуба, она хорошо массирует. Собачка в ванне всегда фиксируется. Так, обязательно. Да, собачки в ванне всегда фиксируются. Все ли собачки любят водные процедуры? Оказывается, есть собачки, которые боятся воды. Да? Это тоже из разряда, что собачку с детства не приучили. И, то есть, получается, они даже плавать не умеют? Боятся? Не, плавать собачки некоторые вообще просто не хотят. Ага. Есть, которые боятся воды, просто включаешь воду, у собаки начинается паника, она боится воды. Ничего себе. Поэтому нужно приучать. Тоже Обязательно с раннего детства, детства. У собак температура тела выше, чем у человека, поэтому температуру воды мы тоже делаем больше. Что по ощущениям она для нас должна быть теплая. Если, например, мы когда детей моем, мы же проверяем там на сгиб локтя, чтобы мы практически не чувствовали воду, то тут она должна быть по ощущениям теплая.
Шампуни специальные, конечно, для собачек, да? Ага, чем они отличаются от шампуней для людей? А у них pH меньше, чем у человека. Ага, состав. Да, по составу. Потому что человеческий шампунь для собак, Он вреден, да, получается? он более агрессивный. Многие ведь в домашних условиях как раз-таки моют домашними. Я знаю такие случаи. Когда-то давно практически невозможно было купить собачью косметику. В начале 2000-х. И люди прибегали к тому, что есть, да? Да, и мыли. У меня туда были афганские борзые. Это собачка с шерстью практически большого размера и с длинной-длинной шерстью. Мыли человеческими шампунями. Они, конечно, не такие экономичные. Их тратится сильно много, они не такие экономичные. Первым шампунем мы Так, моем. я могу его, в принципе, намылить, наверное. Давайте я попробую. Вообще, как бы есть вот мерные ложки. Вот у меня вот помощники приходят, они с мерными ложками, я уже На глаз. на глаз. Первым шампунем используется всегда суперочищающий шампунь на собаку. Это вот чуть шампуня. Так. Суперочищающий шампунь на голову, на глаза не наносим. Так. Наносите пену. Так, На надо голову. было, наверное, вам показать сначала. Давайте покажете. Ну, пахнет очень приятно. Это чистая тряпочка. Ага. Получается, что вы как бы наносите именно пену. Пеночку. Ага. Да. Я просто сейчас этот шампунь, наверное, смою, суперочищающий, и вторым вам дам. Ага, Он давайте. более приятный. Хорошо. И более полезный для ручек. Если собака моется раз в неделю, то можно не наносить регулярно, ну, как бы суперочищающий шампунь тогда используется где-то раз в месяц. Но если собака у вас моется раз в месяц, то суперочищающий шампунь обязательно. Именно он подготавливает шерсть, снимает лишний жир, очищает от всех загрязнений окружающей среды. Особенно в летнее время у нас собачки, живущие в городе, на самом деле пачкаются гораздо сильнее, чем те, которые живут за городом. Так. За счет выхлопные газы, смолы, которые оседают у нас. И отмыть их очень сложно. А это питательный шампунь, он способствует как раз росту шерсти, питает. Все шампуни концентрированные, в среднем разводится 1 к 10. Примерно так же, да? Да, все так же. Как вы Но показывали. его несложно мыть. И он смотрит на меня и думает, не подходи, ты кто? Почему меня мама не моет, да? А вы не жалеете пены побольше, Да? наносите. Это все на него. Это все на него. На него одного. Видите, какой ты. Какие ушки у тебя. Ну что, Так. все? Ага. После этого еще что-то наносится? Да, после этого еще кондиционер. Кондиционер, да, мы забыли. В зимнее время кондиционер можно полностью не смывать. Ага. Чуть-чуть, да? Да, как бы, чтобы оставался защитный слой, чтобы шерсть все-таки хоть чуть-чуть так сильно не пересыхала. А кого больше удобнее, скажем так, или легче, кошек или собак? Собака. Собака, они все равно как-то Более послушные, наверное, да? Нет, они даже не то, что послушные, они легче дрессируются. И, Ага. в принципе, если собака ходит к одному и тому же грумеру, собака привыкает к мастеру, для нее это уже не такой стресс. Потому что я знаю, есть люди, которые, им все равно, кому пойти
стричь свою собачку. То есть они обзванивают все салоны, где свободно, туда и ведут. Это не совсем правильно, потому что для собаки это так же, как ребенок в детский сад. Ну, вы представляете, если вы будете водить своего ребенка каждый день новую группу. Да, тоже психологически страдает. Собака психологически страдает. А так собака привыкает, с ней договариваешься, ты уже знаешь постоянных своих клиентов, все их привычки, даже болячки. Что, например, у этой собачки больное сердце, что ей нельзя сушить сильно горячим феном, ее нельзя долго сушить, что ей надо давать отдых. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход Да, получается. да. А эта собачка там лапки не дает, что у нее, что там нужно в определенный момент, не сразу как поставил, что ее нельзя стричь когти, в самом начале, что надо, наоборот, с ней пообщаться. Временами после мытья она более успокаивается и можно подстричь. С кошкой же договориться практически невозможно. Они Кошка это существа своеобразные. такое, да, вот Себе на уме. у нее сегодня есть настроение, здорово, у нее нет настроения, и не подходите ко мне. И обычно у кошек, у нормальных кошек есть 15 минут, за которые ты можешь ее сделать. Есть, конечно, хорошие кошечки, которых можно и 2 часа мыть, сушить, феном расчесывать. А есть те вот 15 минут успела, пока кошка там осматривалась, привыкала, пока она поняла, что происходит. Через 15 минут у нее включается, что все, мне это все надоело, я пошла домой. И раны кошки, они очень тяжело заживают, иногда не заживают. Я знаю владелицу, которая ее кошечка случайно укусила, которая пролежала в инфекционной больнице больше месяца. Поэтому пусть владельцы не обижаются, когда я сразу говорю, я агрессивных кошек не делаю. Ну, по понятным причинам. Или вы держите и сами фиксируете свое животное, или, пожалуйста, вы можете пойти в ветеринарку, там под седацией, под наркозом вам подстригут. Но вообще животных надо, пока он котенок, ту же кошечку приучать к гигиеническим процедурам, чтобы владельцы сами могли ее расчесать. Хотя бы даже не помыть, хотя бы просто расчесать, чтобы не было колтунов. Ну и есть породы, которым агрессия более свойственна во время груминга. Это у нас британы и скотиши. Они вроде бы такие спокойные, но на самом деле они очень самостоятельные, и вот свое личное пространство, они не хотят, чтобы туда кто-то вторгался. А у меня сибирская порода. Очень красивая. Да, очень красивая, но мы ее взяли у брата, она у нас где-то с сентября месяца, и мы пока ее никуда не стригли, не мыли. Вообще это плохо кошек стричь. Потому что Вот я тоже нарушается, как-то думаю, зачем кошек стричь? Такое ощущение, что у всех поголовно сейчас аллергия. Все говорят аллергия. Ну или люди не рассчитаны на то, что кошечка линяет. Ну, возможно, нужно поменять питание, добавить витамины, чтобы кошка меньше линяла. Нужно ее как-то расчесывать. Ну, раньше кошек не стригли, как-то все жили. Да. При стрижке у кошки нарушается терморегуляция. Также, когда собачек иногда просят шпицов, чау-чау, белые швейцарские овчарки, на удивление, особенно в летний период, шпицы-то все время, а большие породы подстригите коротко, моей собаке жарко. Это заблуждение. Пока у собаки есть шерсть расчесана, чтобы между шерстью и кожей проходил воздух, это как естественный кондиционер. У нее идет терморегуляция. Если мы это все состригаем, терморегуляции нет, солнечные лучи напрямую попадают на кожу, получаются ожоги, и собакам плохо, они перегреваются, да, идет нарушение. Да. Ух ты! Будем надеяться, что скоро выйдет солнышко, и она начнет загорать. Да? Да. Еще загорает кожа. Да, он кожа загорает, он становится как конь в яблоках.
Так, а лапки так остаются, да? Да, лапки у них так остаются. Сейчас мы вам придадим. Более породные. Вообще, когда на выставку мы идем, это вот шерсть, она эпилируется или депилируется. Пока он был молодой, мы ему ее эпилировали. Сейчас мне жалко собаку. Он в возрасте, это все-таки неприятно, это больно. Я делаю прямо для депиляции. Так, ну что, Татьяна, мы закончили уход, да? Мытье, сушка, Эника. Посмотрите, какой он у нас стал красавец, красавчик, жених просто. Вот это вот специально остаются, да, у нас лапки? Да, это остается все. Самая красота. Хвостик, лапки и голова. Татьяна, спасибо вам большое за сегодняшнюю подробную такую информацию. Да. Я думаю, что наши телезрители тоже узнали намного больше и теперь не будут бояться оставлять, а тем более будут готовыми к тому, что собаки тоже, да, знать, понимать, что собаки тоже нуждаются в постоянном уходе, как и люди. Это самое главное, пожалуй, да? Это да. Что бы вы пожелали нашим телезрителям, хозяевам собачек, кошечек, пожалуйста? Любите своих собачек, ухаживайте за них, занимайтесь с ними, ходите на дрессировки, больше общайтесь. Если вы больше общаетесь с собакой, даже во время дрессировки, у вас лучший контакт с животным, с вашим. Спасибо еще раз, Татьяна. Удачи вам, успехов. Спасибо. Ну и до новых встреч, я думаю. Это была программа «Мы вам покажем». Мы были в студии груминга. Увидимся еще где-нибудь в следующий раз. Всего вам хорошего.